Друзья, я вновь приветствую вас на своем канале «Сказы сибирского шамана». Я продолжаю озвучивать свою стихотворную книгу «Прогулки по Млечному пути». Сегодня преподнесу вам несколько еще мистических стихов, таинственных, мистических. Думаю, вам будет очень интересно. «Солнечная луча». Это стихотворение родилось, когда я ехал в автобусе и вспоминал Порфирия Иванова. У него есть таинственная запись в дневнике, где он пишет, что на него сошла солнечная луча. Именно не луч, а луча. И он описывает там таинственное нечто, после которого у него стали проявляться вот те дары духа светлоясного, которые в нем проявлялись. И вот такое стихотворение «Солнечная луча». На меня сошла солнечная луча, в луче той составы неземные. Что же в ней? Большая тайна. Солнечным лучом водимы входят люди в светлые уделы. Луч ударит в сердце с проманьяны, лики божества проявит ярко и уйдет в глубины, расплавляет белую пыльцу, пыльцу чертога. Заиграют мириады солнцев, действие луча того примирно обернется дивно невозможной, невообразимой красотою солнца отзовется. Здесь образы, может быть, некоторые не будут понятны, но вот наше духовное сердце, оно содержит в себе белую пыльцу. И когда солнечный луч от сердца божества проходит в наше духовное сердце, он расплавляет эту белую пыльцу. И человек преображается. Это происходит при определенных условиях, при условии готовности человека. Человек проходит некоторые свои циклы земные, подготавливается. И тогда в иномирии или даже в этом мире уже происходит вот это преображение, о котором я здесь пишу. То есть в человеке от солнечного луча, то есть сердце божества – это солнце, а сияние этого солнца, солнечный луч, касаясь нашего духовного сердца, потенциального солнца, выжигает в нем солнечное светило. И тогда человек становится солнечным. В любом случае, это стихотворение очень таинственное, сакральное. А сакральный мир, напоминаю вам, это мир неземной, это мир других измерений. Мир божеств, мир духов, мир предков наших, которые прорываются и в земной мир. Временами он здесь себя являет, и мы можем это ощутить. Протоцивилизация, протоманьяна. Ну, у многих вещей, у многих существ есть прото-вещи, прото-существа. У планет есть протопланеты, у Солнца есть протосолнце. То есть некое первое творение, которое было осуществлено в великом совершенстве и которое сохраняется в иных измерениях в этом великом совершенстве. Поэтому мы, допустим, можем внутренне обращаться к этому источнику, к прото-человеку, к прото-я. Вот, допустим, меня зовут Эрсагатох Чаромкин. Я могу обращаться во внутреннем своем к прото-человеку Эрсагатоху. Тот прото-человек, он совершенен, он божественный, он солнечный, он непорочный, он совершенный. И внутренне мы, сойдя на землю, получается, мы все равно сохраняем связь с этим проточеловеком. И внутренне мы обращаемся к нему. Некое стремление совершенства
вы можете заметить в своем сердце. Наверное, сложно сказать, но наверняка большинство из людей испытывает вот это состояние стремления к совершенству. Оно какое-то неосознанное, оно как некая тяга. Мы тянемся к этому. Напомню вам, что совершенство – это один из основных законов, основополагающих законов мироздания. Все в этом мире и в других мирах совершенствуется. Лестница совершенства бесконечна. И когда ты достигаешь планки совершенства, буквально через короткое время, может быть несколько часов, несколько минут, а может быть даже несколько секунд, побыв на этой планке, ты осознаешь, что совершенство, оно еще дальше, еще выше, и нужно к нему идти. И вот протоцивилизация, также у цивилизации есть протоцивилизация. Это стихотворение о протоцивилизации. Протоцивилизация протоманьяна. О протоманьяна, цивилизация доброты несказанной, благослови нас, протоманьяна, пошли нам добрых друзей и благотворителей, делателей добра, бога цивилизации, домостроителей. О проманьяна, благослови наши души, без пылинки зла и изъяна, верни нам невинность твоих божеств, упои из чаши запредельных блаженств. Солнце, солнце, отец протоманьяны, солнце, солнце, мать протоманьяны, солнце, солнце, дух светлоясный, протоманьяны и мириады солнечных дисков, божества и полубоги, световые существа, параманьяны. Благословите нас травы, цветы и фонтаны, благодати привечной и всегда обновленной, через крест Бога человечий. Благослови нас, протоманьяна, чистотой без изъяна. Мы, пионеры нового солнца, торим путь для человечества, как первопроходцы. Им особая благодать от божеств фонтанирует крест мировых нескончаемых совершенств. Фонтанирует крест мировых нескончаемых совершенств. Наверное, было бы очень сложно жить, если бы не было этого совершенного протомира, совершенной протоцивилизации. Должен быть какой-то образец, какой-то идеал, какой-то образ, который бы захватил все наше существо, чтобы мы к нему стремились. Гиперборейские архетипы. Несмотря на сон исказителей, сияют как солнце гиперборейские архетипы, проявляясь наитием духа в сердцах. Время воскреснуть архетипом и явить истинную доброту. Тогда ни одна душа не достанется нашему общему врагу, Черенбоху, Змею Горыныча. Поразят его гиперборейские богатыри, Добрыни да Ильи Муромские. В 3 дня свернется его большая сеть, и мир преобразится, станет новой Гипербореей. Во многих преданиях, в индейских преданиях, индейцев Северной и Южной Америки, описывается момент, когда этот мир потерпел, ну, можно сказать, негативное свое изменение. То есть один из верховных духов свил паучью сеть, и появилось время. Время – это большая иллюзия. Время – это то, чего нет. Время, оно меняется, оно течет по-разному для каждого человека. Время сильно зависит от его психофизического состояния, от его мировоззрения, от его духовности. Время – это некая химера. Химера, которая выдает себя за действительность, и которая навязывает себя. Конечно, человек, не имеющий духа, для него время страшная штука. Время нещадно, время безжалостно, человек стареет, человек умирает.
Но время можно победить, время можно изменить. Во всяком случае, во внутреннем вы можете переживать совершенно другое время, нежели то, которое за бортом вашего корабля. Внешний мир и внутренний мир. Часто это бывают два абсолютно разных мира. И чаще всего это два абсолютно разных мира. Это время ускоряется. Последние, можно сказать, времена и время ускоряется. Это определяют даже ученые по своим опытам. Например, японские ученые лет 10 назад установили, что время ускорилось в 10 раз. По внутренним ощущениям моим, допустим, я могу сказать, что время еще больше ускорилось. Да вы сами это замечаете, как пролетает день, практически ничего не успеваешь. Уже получается, что встал, позавтракал, уже надо ужинать и опять ложиться. Вот время – таинственная вещь. Так вот, это время, оно было в Гиперборее совершенно иным. Время там было растянутым, оно было инобытийным. Можно даже сказать, что времени-то практически и не было. Была вечность, проявленная на Земле. Как это? Да сложно это сказать. Описать это очень сложно. Но вы можете это понять, если прочтете аутентичные оригинальные былины, наши русские былины. Там очень замедленный ритм. Речь вот богатырей, да, когда они говорят, она очень такая медленная, плавная. Вот так текло время в Гиперборее. Медленно, плавно. Время было растянуто. Не было этого задерганного современного ритма. По сути, обитатели Земли, обитатели Гипербореи жили в вечности. Вечность была на Земле. Образ паука и сети, он очень во многих преданиях сохранился. То есть некий паук, пусть это будет один из верховных духов, который совершал творение разных планет, систем планетных, выпростовал из себя паутину, и эта паутина, это и есть время. Это мало понятно, о чем я говорю, но если вам интересно, вы будете копать и копать, чтобы узнать тайну этого времени, если вам это интересно. Следующее стихотворение «Хождение по Млечному пути». Но по сути это, можно сказать, эпиграф этой книги, потому что книга называется «Прогулки по Млечному пути», она не просто называется, это и есть мистическая, сакральная, таинственная прогулка по Млечному пути. И прочтя эти стихотворения, вы как раз и совершите эту прогулку. С разными божествами, с разными духами, с разными существами, с нашими предками. Хождение по Млечному пути. Я иду по Млечному пути, как по белой тропинке. Рядом шмель летит, собирает пыльцинки, пылинки. С ним дорога веселей, это каждый знает. Нас в пути домой добрый лев встречает. Конь крылатый, шмель мохнатый, белый лось, белая медведица, все от счастья светится. Выпей, говорит медведь, из моего бочонка, отведай метку доброго шмеленка, выпей молочка белого теленка. Во времена Гипербореи настолько была изобильна природа, что, допустим, индейцы там, Северной и Южной Америки собирали мед шмелей. Шмели, они в отличие от пчел, мед собирают не в соты, а в такие в бочонки такие. Делают бочонок из воска, такую крынку из воска.
Вот, в него собирают мед и запечатывают его для того, чтобы питать подрастающих шмелей, личинок, из которых рождаются шмели. Вот этот мед, он по вкусу немножко терпкий, горьковатый. Ну, во всяком случае, те, кто пробовали, описывают его вот так. К сожалению, я еще не пробовал шмелиного меда. Вот, каждый год устанавливаю ульи для шмелей, но пока была только одна попытка заселения этого улья. Дело до гнезда обширного с выводком новых шмелей не дошло, поэтому меда не было. Так интересно было бы попробовать. Вот. Также было очень обильно в лесах грибов, ягод, орехов разных. Причем таких видов, которых сейчас и нету на Земле. Вообще атмосфера Земли тогда была чистой, незагрязненной. И в этой атмосфере могли жить птицы, даже райские птицы могли жить в этой атмосфере. По мере загрязнения атмосферы эти птицы уходили, леса оскудевали. Леса, моря, океаны, реки, все оскудевало. Оскудевала природа. И сейчас она в очень такой скудной фазе находится, к сожалению, великому. Есть угроза тому, что пчелы исчезнут, шмели исчезнут. А если не будет меда, то для человека наступят очень печальные дни. Мед поддерживает некую связь человека с небом, с божествами, с божественным миром. Потому что в меде есть световые частицы, нетленные частицы, мировые частицы. Питаясь ими, человек поддерживает эту тоненькую серебряную или золотую нить, которая связывает его с миром сакральным. Молочный якутский Грааль, чорон. Чорон – это такой сосуд, в который наливают кумыс. Этот кумыс преподносится верховным божествам, якутским белым божествам. И когда якуты пьют из чорона кумыс, даже современные якуты считают, что все, что божества хотят дать якутам, они передают через этот священный сакральный кумыс. И вот такое стихотворение. По капельке в чорон стекает молоко богини Ан-Алахчин, живущей в древе Аар-Луун, оно зовется Волонхо. Кто подойдет к нему, увидит лик ее, и два сосца, две солнечные груди, как два огромных бурдюка кумысных. Кого захочет, упоит она. Тогда любого победит, вкусив живого молока. Из тех священных бурдюков, что кормят избранных, из рода Аймага, родственных якутским белым божествам, богатырей. И Эхсид того хранит, и добрый дедушка Аар-Тайон благоволит ему. Об этом прочитай, друг мой, в свитках Олонхо, тогда и ты вкусишь то молоко словесное, что эпосом зовется, и станешь светел, чист и добр, как вечный белый дедушка Аар-Тайон и белобабушка Адинга Сер Хатун. Видите, здесь много имен божеств якутских. Вот Ей-Эхсид – это извечная хозяйка Вселенной, женское материнское божество, к которой обращались якуты и Эр-Сагатох по эпосу якутскому обращается к Эхсид и просит ее показать тайны Вселенной, тайны мироздания, открыть смысл жизни. Ну, она внимает этой просьбе, приходит к Эр-Сагатоху и открывает ему тайны Вселенной. Древо Аар-Луун. Во многих цивилизациях, и в славянской в том числе цивилизации,
было в центре этой цивилизации и в центре духовного мировоззрения этих цивилизаций было древо жизни, мировое древо, которое было в основании мира. Вот Арлун — это так называется это мировое древо у якутов. Картина мира у большинства народов, она очень похожа у древних народов. Трехчастное строение мира, то есть верхний мир, средний мир, нижний мир. В верхнем мире живут божества, преображенные предки. В среднем мире живут люди, животные и прочее. А в нижнем мире живут подземные духи, подземные божества, темные божества. Хотя в тех цивилизациях они не были темными, даже подземный мир, в общем-то говоря, был божественным миром. Артайон — это великий белый отец трисолнечной Гипербореи. А Динга Серхатун — это его супруга, солнечная мать, великая белая мать трисолнечной Гипербореи. Вот. Когда я прочел эпос Солонхо, я понял, что этот эпос, по сути, повествует о временах, уже вот, когда произошла адаптационная перелепка, и человек был привит темными составами. В то время граница миров была очень такая тонкая, и поэтому те миры активно прорывались в этот мир земной, и подземные миры, и мир божеств. Из подземных миров эти темные духи выходили, похищали, допустим, женщин, брали себе в жены, например. Они выходили, чтобы шкодить, так сказать, творить зло людям. Богатыри сражались с ними, могли и в тот мир подземный пойти и победить этих духов. Хотя надо сказать, что описание вот этих сражений, это надо больше понимать в духовном плане. Хотя в то время были выходы. Выходы и входы и в подземный мир, и в небесный мир. Точки перехода в другое измерение. Еще одно таинственное стихотворение называется «Бот-ле-бас». Бот-ле-бас – это мистическое зеркало, зерцало. Это зеркальная пластина в духовном сердце человека. Бот-ле-бас – это китайский термин китайских даосистов. Задача духовного пути – восстановить бот-ле-бас. По учению, допустим, китайских даосов, гиперборейских белых старцев, этот бот-ле-бас разбит на осколки, так сказать, внутри сердца этого духовного после адаптационной перелепки, втеснения темных частиц. И задача вообще истинного духовного пути – восстановить бот-ле-бас. Вот. Органной музыкой восстановлю свой бот-ле-бас, увижу чистый мир и новым, и единым. И солнце новое возжжется в тот же час во внутренних палатах и хоромах. Глаз милосердия откроет Гоан-инь. Увижу то, что раньше и не снилось, как милосердны божества и как прекрасен мир. Мир бодхисаттв и Будд, сияющих, благоуханных. Поскольку бот-ле-бас в современном человеке представляет из себя, значит, некие осколки, поэтому человек не может видеть себя целостно, ощущать, видеть себя целостно. Он не может ощущать и видеть целостным мир. Сами понимаете, это нужно восстанавливать, склеивать осколки, чтобы пластина была цельной. Когда пластина станет цельной, человек увидит себя цельным, он увидит мир цельным. По сути, человек станет полубогом или божеством даже. Но если не в этом мире, то в мире
других измерений точно. Вот. И последнее стихотворение, завершающее это видео. «Птица слава». Птица слава – это божество славян. Это небесная мать, которая прилетала к славянам и вещала им. Говорила о временах предстоящих или, допустим, вдохновляла на битву, если нужно было сражаться за русскую землю. Птица слава. Птица, солнечная слава, прилети к нам и скажи, да всю правду доложи, что сейчас в мире происходит, почему так не погодит, надвигается гроза, и у всех застит глаза. Все скажу, что ведаю, ты метку отведал бы, половину бы понял, остальное тайны свыше осеняют сердце, душу. Кто внимает слову, побеждает Гову. И когда Кощей летит в преисподнюю, трещит становой хребет его, череп просыпается, земля просыпается. Мне нужны богатыри, белые старцы и орлы, добрые сказители, говы победители. Мне нужны и девы, в свет они одеты, сердце пламенем горит, а во лбу звезда горит. То премудрость в них сияет, безусловно побеждает. Руны начертаю я из Гипербореи, и не одолеет враг солнечные земли. Русь, Сибирь, Тархтария и Гиперборея насаждает новый мир, солнечно аллея. Распускаются цветы сада бесконечности, и рождаются отцы привечного Отечества. С ними доброматери молоко несут, из чаши упояют, мира помазают. Наступила тишина, радостно ликуем, мать и слава к нам пришла, хоровод танцуем. Мать и слава, крылатая богиня, богиня света, богиня-вестница, богиня, несущая божественное слово. А слово считалось духовным молоком, и тот, кто слышал слово, тот, кто слышал матери славу, мати сва славу, тот вкушал небесное молоко. Это небесное молоко преображало человека, преображало его составы, открывало другое зрение, другой слух. Благодарю вас за внимание. Приходите на мой канал, оценивайте мои видео, пишите комментарии. Помогите этим развитию канала. Ваш сказитель, сын полярной звезды и большой медведицы, Р. Сагатох Чурумкин. До встречи на канале «Сказы сибирского шамана».